Привет, доброго дня. Опять звонили из Республики Саха-Якутия, промоутеры предлагали какие-то услуги, то ли Ростелеком, то ли какой-то спортзал, не знаю, кто сливает данные. В общем, очень-очень продуктивно на автомате, соответственно, происходит, много дел завершается, заканчивается. А если, конечно же, просыпаться очень рано утром, начинать день с ранних часов, я сейчас сама как своей бабушке, реально как своей бабушке, и собираюсь готовить оладушки якутские алгыста халаджи. Так буду показывать рецептик и процесс. Об ингредиентах я еще раз пишу внизу, просто должны быть в таком соотношении больше воды, нежели молока, молока меньше, в общем. Все выставила, взяла такую миску пока что и начинаю смешивать все, что нужно. Кстати, насчет соли и сахара, смотрите сами, кто-то любит поменьше сахара, кто-то побольше, послаще, либо без соли готовить. У меня здесь на такую порцию, так, 2 чайные ложки сахара и на глаз вот соли чуть-чуть. Сначала вот их смешиваю, перемешиваю, и далее вот первый этап муки, так назовем, чтобы легче было комочки убрать. У меня сита нет, я в принципе его даже, если он есть, особо не использую. Говорят, что если просеивать, то получается более рассыпчатыми. Насчет готовки и масла, мне больше нравится кастрюля, потому что не разбрызгивает масло. Масло я наливаю на сантиметр, 1,5 сантиметра со дна, так вроде достаточно, и кастрюля самая обычная. Огонь я ставлю на 5-6 из 9. И основная часть моего видео, наверное, это такой некий лайфхак, который значительно упростил мне жизнь, потому что я особо не люблю ковши. Ковши, они портят мои оладушки, делают их очень-очень пышными, а с ними как-то хрустящими и тонкими. Ковшики вообще бывают разными, из разных таких составов, материалов, и есть глубокие, неглубокие, мешают, не мешают, хорошие, любимые, нелюбимые. Поэтому спасают такие бутылки из-под воды. На самом деле оладушки я готовлю только в 3-й раз в Петербурге. До этого в 2020 году с отцом готовили. Ну, такие первые оладушки, как блинчики первым комом получились. А так сейчас вроде уже неплохо получаются. И насчет воздушности, такие, которые сперва обязательно получаются пышными, как булочки, то у нас, видимо, семейно. У мамы тоже так, у отца, у мамы всегда тоже так пышными становятся с первого раза. Но мне нравится, как я готовлю ладушки, мне нравится потом их вкус, мне это есть, так что строго не судить, особенно те, у кого опыт по 40-50 лет.
Не забывайте убирать эти комочки, капельки, чтобы ничего не сгорело. И благодарю за просмотр, надеюсь, вам понравилось мое видео. А если вы приготовили оладушки, то приятного аппетита! Так, я приготовила оладушки из стольких ингредиентов. Получается около 20, даже более оладушек. Я частенько делаю такие огромные оладушки. Можно мини-мини сделать побольше.